Середина октября. Вся желтая листва берез на земле. Сами березы без листьев. Редкие листья, если кое-где есть. А желтая у нас в лесу только лиственница. Сейчас иголки мягкие-мягкие. Вот такие иголки любит глухарь. Садится и клюет. Это я, конечно, лопухнулся, когда сели утки за 50 метров. Середина октября. Стрелять надо было. Что там гадать, стрелять, не стрелять. Ладно, молодой, исправлюсь. Поразвлекались утками. Приступим к следующим развлечениям. Рыбалки сетями. Как кидать сети, сильно гадать не будем. С холодами рыба выходит на чистую воду, на глубокую тоню. Туда и будем ставить. Ох, бобры, блин. Валят и валят березу. Как у них заворот кишок не случается. Береза кончилась, что на елку перейдут. Так, ну что? Интересно, на зиму глядя на упавшую березу, подходит рыба или не подходит? Проверим. Бобры повалили березу вдоль нее и на яму. Ну, тыр-да-коль. Яма там. Вроде. Ну, тыр-да-коль. Ну а эту сетку кину не просто на чистую воду, на глубину, а тут идет полоса ямы, канава. И эту канаву на дне пересеку. Посмотрим, что будет. Ну, поехали. Ни хрена себе. Достаточно резко на глубину уходит. Зафиксируем, чтобы сетка была расправленная и не сбивалась, если рыба попадет. Ну что, сетки поставлены. На этот раз 4 штуки на двоих. Посмотрим, что будет. Мне сегодня откровенно повезло. Штук 5 кряков, жиж, бумс. Сели, ну, метров 50. Чего я думать начал, стрелять, не стрелять? Я сейчас это в тупике. Наверное, все-таки с возрастом реакция замедливается. Обмен веществ замедляется и соображалка замедляется. Блюдя, конечно, были, я бы стрельнул. Ладно, бывает. Кому-то на развод надо оставить. Ну, октябрь редкая, но утка есть, но это как повезет. Слушай, по правилам допускается 2 суток осенью, когда холодрыга. А сейчас откровенная холодрыга. Минусовая температура. Я к тому, что 2 ночи пускай сети ночуют, а там возьмем потом. Хозработами займемся. Да. Хорошо. Завтра. Все золото осени под ногами. И оно уже золотой нельзя сказать, потихоньку гниет. Коричневый становится. Первым делом надо градусник посмотреть, сколько градусов. Что не мороз, это да. +3. Кто-то ледок на деревьях растаял. Но не жарко. Вот так в этой куртке холодновато ходить. Ну что, для завтрашних хозработах нам бензопила понадобится. И острая цепь. Ну что, Валерий Батькевич, пока рыба ловится, займемся хозделами. Надо.
груз так сразу прибавился. Так вроде бы отдых должен быть. Наоборот, груза больше. Топор взял? Взял. Значит, можно идти. Да, нелегкая эта работа. Подкармливать глухарей и тащить ведро гальки. О-о-о. Как здоровый валун тащишь. Дошли. Собственно говоря, раньше тут на петли ловили. От реки относительно близко, но по реке ездят, наверное, но река меньше глухарей привлекает. А такие закутки что-то более привлекательны. Ну, сейчас мы добавим гальку сюда. Тяжелая галька-то. Я на всякий случай плащ взял. И меховую безрукавку. Вдруг холодрыга. Утром сколько было градусов? 4. 4. О, потеплело. Ни хрена себе. Грузик. А как он узнает, что тут камни есть, интересно? Видит, наверное. Зоркий сокол? Везде летают так. Думал, тут ему надолго хватит. Так, ну ладно. Хватит, наверное. Так. Ну, это убираем. Ну, где-то так. Это мы мусор не будем оставлять. Ну, давай, кормись, глухарик. Такую дуру тащил, чуть радикулит не схватил. Ой, напряг в спине. Ну ладно, сейчас бензопилу я возьму. У нас второй этап еще будет работы. Ух. Ладно, 5 секунд перекур. Ведро на обратном пути возьму. Да. Без обеда нельзя. Без теплой одежды тоже нельзя. А без плаща осенью вообще вредно для здоровья ходить. Вроде все. Ни хрена себе. Слушай, а бензопила-то тоже вес имеет. Это термос, блин. Почему термос всегда тяжелый, гад? Ладно. Фу. Ну что, идем дальше. Ну, бензопила полегче. Ну что, Валерий Батькович, хороший рабочий день начинается с хорошего перекура. Согласен. Можете тогда и поспать до кучи. Часов до 4. В 5 уже темно. Успеть добежать потом до дому. Да. Мышь, конечно, интересно, только плюс 3-то не очень располагает. Легковато одеты для работы. Придется работать. Куда крестьянину деваться? Но бензопила легче было. Легче точить было, чем песок этот, гальку. Так, как думаешь, с ружьем походить или без ружья? Ладно. Лишний груз. Так, ну работа у нас такая. Это болото весной заливается, большую воду в половодье. Здесь мы ставим сетки, согласно правилам рыболовства. Ну и направляющие. Сейчас проверим. Так, вот это, по-моему, тонуло. Она высотой 2,5. 3,5 жерди понадобится. Вот здесь мне показалось, что весной кусты разрослись и перекрыли. Ну да. И сетки стали задевать эти кусты. Так, а это что? Куст или трава? Мошняцкая трава. Слушай, а местами точно кусты перекрыли нашу дорогу для сетей. Кто-то весной тут все залито было и сеть повисла. Да, ладно. Вот здесь полоса идет вот так. Этот куст не там вырос, где надо. Зря, что ли, секать я делал. Какой он вырос, кошмар.
Ни хрена себе. Со стороны втихаря подполз и вырос. Иди в баню. Кусты хитро выползли. По болоту сначала ветку пустили, а потом вверх выросли. Ух, как далеко идет. Ну, начало есть. Идем дальше. Так, а ты куда растешь? Так, туда. Туда да туда. Гад. Сопротивляется. Вот отсюда ты в ту сторону ходил, Нет? следы какие-то есть, да? Бобры, наверное, тут. Ничего себе шуточки. Мошняцкая осина. И самое главное, погрызли так, что прямо на нашу тропу падает. Да. Что делать? Валерий, у тебя в карманах случайно гвоздей нету? Нету. Как думаешь, если пару гвоздей забить, бобер бросит это дерево грызть или как? Бросит. Зуб сломает и бросит. Ладно. Если еще раз приду, гвоздь не забудь, надо взять. Как они, эти кусты, быстро растут. Ну, линия по заливному болоту, кажется, готова. А то весной там сети кидал и на кустах повисало местами.